Hazır bana iftar aşırıda vakit buldu. Ya Rabbim senin zaman için azat tuttuk. Hamla tabaka bulduk. İman bulduk. Şimdi senin öz ağız aşağıdayız. Şimdi ya Rabbi bulgan naflarımla bulacak mağazın ya bakasana gidip. Elhamdülillah. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Ең бірінші сөзім шулай бір қызғалай бүкіл рахман шақырғанға үшін көңілдер шулай біргелеп бәрінер өткеру ұзашу iftar вообще бірдемлікте біз күшке біз Мында күшеп килгәч, без шулай итеп татарларны җыя бергәләп элемтәдә булып, шулай кечкенә булса да эш алып барабыз. Мәскәүдә без ишеткән булсагыз инде штаб Татар Москвы дип аталабыз. Бу безнең зур оешма Мәскәүдә, Biz bik kübə, biləsiniz, Məskəv bik zor şəhər. Anda bik küp tatarlar var, yaşayıb. Bütünsə, əlbəttə, türlü Tatarstan yerlərindən, Tatarstanın, Başqırtıstandan, Nijgar tatarları həm türlü төбәкләрдән килеп, Мәскәүдә җыелышалар һәm безгə штабка киләләр. Бездә инде Таганкада, үзәктә шундый квартира бар, без анда менә шулай итеп һәр атна бер төрле клублар безнең бар, например, Табиб клубы, Гиппократ, аннары офицерлар клубы, бүтүнсе җыелышалар да бер-берсенә һәр вакыт булышалар. Любой кеше барып метро Таганкада, любой, даже мені ладно приглашаетелер, мен шуңа бардым инде. А любой татар кем була Мәскәүдә, штаб татарда любой татарга шатлар. И уларның эшләре, конечно, улар күпләрендә, уларның возможностьлары зур по сравнению с нами. Но я очень рада была, что на несколько заседаний их попало. Действительно, у них работа по секциям. Уж я на русский перешла, потому что не все понимают, да. Молодец, что говорила на татарском языке. Там тоже стараются говорить на татарском языке. У нас, к сожалению, мы в Сочи далеки, конечно, от Москвы, но нам тоже 25 лет уже, да, мы тоже стараемся. 26-й. Мы тоже стараемся, конечно. У Москвы возможностей больше. Работают они очень интересно. У них каждое заседание посвящено какому-то направлению. Например, они собираются по средам, по четвергам. Там они собираются, кстати, молодежи, хочу сказать отдельно, у них нету вот такого. То есть старшие как-то отдельно держатся, а молодежь, например, отдельно. Такого нету. У них там молодежь сидит в одном крыле, старшие в другом крыле. Старшие, например, сейчас образовывают тюркско-татарское движение, очень сильное, объединить всех тюрков Российской Федерации. Вот лично я в основном работала по этому направлению с нашими московскими коллегами. Молодежь обсуждает в это время какие-то свои вопросы. Через некоторое время все объединяются, начинают какие-то повестку дня продолжают. Вот в этом отношении там молодежь, она как бы вместе со старшим поколением. И я вот обратиться хотела бы еще раз к нашей молодежи, чтобы у нас тоже такое было. Талгат Мингалевич очень хорошо сказал, что у нас вот вам продолжать вообще это как бы, мы великий народ, татарский народ, мы вторые в России. И кто, как не вы, молодежь наша, должны это дальше продолжать. Куда бы ни пошли, вот я была на рынке как-то на днях, мне говорят, ты татарка, да? О, татары такие, слушай, они же такие работящие, они такой народ, мы уважаем. Говорит абхазец или там кавказцы говорят. Вот как у нас наши коллеги. Скажите, что татары лучшие, мы вторые по численности в России. И кому никак молодежи не продолжать это дело. А то, что вот у нас Талгат Мингалевич, Рашид Вагидович старается. Ну не лучше дагестанцев. Все народы одинаковые. Нет, я хочу сказать, мы сегодня же о татары говорим. Хочу сказать, чтобы наша молодежь поддерживала. Пока у нас есть у кого учиться, хочу сказать, в этом отношении. Мы с нашими друзьями очень дружим. У нас Хамзат, он вообще ведет у нас арабский язык. Мы уже второй год обучаемся. Мухаммед, это вообще лидер, сам руководитель Крымского братства, как говорится, здесь землячество, руководит всем. Вот я только приехал в полку Росгвардии. Я вам скажу,
вот руководству, которые ветеранских, разных организаций были, позавчера генералами, всеми были. О нашем обществе говорят с таким восторгом. Вот в городе живет 240 тысяч армян. Не в обиду было сказано. У меня среди них очень много друзей. Председатель у нас армянин. Но такое мероприятие, которое мы проводим, ну, такого нету. Такой организованности наших, вот, которые есть. Смотрите, по линии религии определенные мероприятия проводятся. По обучению, значит, проводятся мероприятия. Это разве плохо? Свои обычаи, традиции, свои истоки, откуда мы происходим, знать. Это здорово. Знать надо об этом. Особенно это молодежи касается. Вы, пожалуйста, своих друзей, товарищей, многие приезжают, знать. Надо все наши обычаи и традиции и то, что история мощно очень поставлена, поэтому нам вот у них учиться надо. Я хотела бы, пользуясь моментом, поблагодарить за то, что я бывала на нескольких заседаниях, много чему научилась. И вот воодушевилась, как говорится, много писала в наших газетах, в Краснодарской газете писала про наши совместные мероприятия. Причем они готовы поддерживать нас во всем, дружить с нами в бизнесе. То есть случай для татар. Почему мы должны, здесь бизнес должен развиваться, здесь должны жить татары в тепле, поэтому мы привлекаем вас к нам, развивать бизнес, будем работать. Мы вместе с нашими друзьями, дагестанцами, конечно. Я хочу поблагодарить, кто стал, как сказать, причиной, чтобы вот такой прекрасный стол организовать, и кто помог, и кто присутствует здесь. Дай Аллах, чтобы и в дальнейшем мы могли встретиться, помогать друг другу, плечо поставить, понимать, прощать друг друга. В этой жизни очень много трудностей бывает, но тем не менее, когда мы рядом друг друга плечо будем, если ставить, тогда это преодолеем, и Всевышний поможет. И слава Богу, чтобы нам дал Всевышний и здоровье, и долгих лет жизни, чтобы в последующие годы тоже также встретить месяц Рамазан и провести ее в полном уровне. А вам всем спасибо, что нас приняли здесь, как своих братьев. Мы и чувствуем себя, как братья ваши. Ассаламу алейкум.